Международный аэропорт Магаз встречает новый рейс, как полагается, с соблюдением самой известной и торжественной традиции всех авиагаваней мира. Пожарные машины запустили водяной салют ровно в 12:10, как только приземлился первый самолет из Петрозаводска. Это воздушное судно «Сухой Суперджет-100». Его вместимость составляет до 100 человек. Самолет пересекает водяную арку, и уже через 10 минут первые пассажиры из Карелии сходят с трапа. Аэропорт Ингушетии не только придерживается авиационных традиций, но и ингушских. Девушки в национальных нарядах угощают гостей лепешками чапельгаш. Ну и как же без танца лезгинки, без которого не обходится ни один праздник ингушей. Среди прилетевших туристы из Карелии, которые намерены познакомиться с красотой Северного Кавказа. Также жители Ингушетии из соседних регионов. Никаких пересадок, а время полета сократилось в разы. Порадовал пассажиров как погода, так и мягкая посадка. Прекрасно пролетели, долетели. Мы очень рады. Такая встреча неожиданная. Очень комфортно, выгодно, быстро. А раньше приходилось через Москву летать. Самолет был заполнен наполовину. Время полета составило 3,5 часа. На борту комфортные кресла, стюардессы угощают вкусными бутербродами. Командир воздушного корабля за 30 лет своего стажа в Ингушетии приземлился впервые. Довелась такая почетная миссия открывать авиасообщение между Карелией, Петрозаводском и Ингушетией, Магасом. Что вы скажете о полосе? Насколько вы комфортно приземлились? Хороший аэропорт, хорошая полоса, хорошая, мягонькая. Считай, всю страну почти с севера на юг прошли. Там чуть-чуть Мурманской области только не хватило. Как вы летели? Погода какая вам сопутствует? Хорошая. Везде сейчас все восстановилось. Циклон ушел, так что и у вас погода хорошая, и там погода хорошая. Солнышки. На борту самолета находились и почетные гости. Первым рейсом из Петрозаводска в Ингушетию прилетели представители Минтранса Карелии и авиакомпании «Северсталь». Для гостей провели экскурсию по авиагавани. Новое авиасообщение заработало благодаря федеральной программе субсидирования авиаперевозок. Рейс софинансируется из федерального бюджета и из бюджета Республики Карелия. Прямой рейс, соединяющий границы Ингушетии и Карелии, будет осуществлять авиакомпания «Северсталь». Их опыт международных и региональных пассажирских перевозок составляет более 20 лет. Рейс выглядит Череповец, Петрозаводск, Магаз. Соответственно, по такому же маршруту он пойдет обратно. Наша авиакомпания владеет воздушными судами CRJ-200. Это 50-местные канадские самолеты. И абсолютно новые самолеты «Сухой Суперджет-100». Последние годы Ингушетия активно расширяет свои воздушные связи. Появлению нового авиарейса посодействовал глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Между руководителями двух субъектов ранее было подписано соглашение о сотрудничестве, в том числе в сфере экономики и туризма. Это станет не только возможностью для жителей Карелии выгодно отдохнуть и на Кавказе. Благодаря прямому авиасообщению и кавказцы смогут посетить один из наиболее живописных и самобытных регионов России. Очень немаленькая, я вам скажу, подготовительная работа, то есть там задействованы и программы, государственные программы. То есть, это инициатива Республики Карелия, чему мы очень рады. Появляется спрос, и надо этим пользоваться, надо развивать республику. По словам директора авиагавани, ранее в Карелию были направлены туристические программы. Они включают в себя недельные туры по регионам Кавказа. Уверен, что эти рейсы станут своеобразным коридором на юг России. И туристу это удобно. То есть турист, он прилетает этим самолетом, его встречает туроператор, на руках несет там по всем этим маршрутам и возвращает в аэропорт, он садится в свой же самолет и улетает. Тем временем около 40 пассажиров в ожидании первого рейса Магаз-Петрозаводск. Вылет в 13:45. Семья Тесаевых уже прошла регистрацию. Шамхан живет в Карелии более 20 лет. Летит с супругой и детьми. Новый рейс не только оказался комфортным, но и по деньгам выгодным. Очень удобно, что открыли. А цены на билеты? Смешные. Да. 3700 рублей за 3000 километров. Рейсы Петрозаводск-Магаз-Петрозаводск будут выполняться каждый четверг в течение лета. Пассажиры из соседних субъектов выражают благодарность главе Ингушетии Махмуду Али Калиматову за выгодное путешествие. Делятся, что ждали прямого рейса давно. Дай Бог здоровья ему. Всех благ, очень рады. Все низкий поклон хочу сказать. Огромное спасибо. Мы там живем. Давно уже, давненько ждали этого рейса. Так как у нас маленькие дети, нам очень
удобно лететь этим рейсом. Развивая авиасообщение, власти Ингушетии развивают регион. Расширение географии межрегиональных перевозок также способствует повышению инвестиционной привлекательности и развитию туризма. Прежде всего, власти региона делают упор на самые востребованные маршруты. Сейчас общий туристический и экскурсионный поток в Ингушетию более 150 тысяч человек в год. Диана Дударова, Хамзат Халухаев, Новости 24.